Над решением ситуации бились как общественность республики, так и сотрудники ГИБДД. Было очевидно и то, что массовые рейды по выявлению нарушителей серьезных изменений не принесли. Никто бы и не подумал, что в дело обеспечения безопасности дорожного движения на помощь придет коронавирус, точнее объявленный повсеместно карантин. Взрослые не работают, а дети обучаются дома. И как итог, большинство населения вне риска. Впрочем, как показывает опрос, с этим мнением солидарны не все автолюбители. Гораздо меньше ДТП. Народу меньше, пешеходов мало, транспорт, соответственно, тоже гораздо меньше стало, в разы, можно сказать. Так что если этот коронавирус еще продлится 2-3 месяца, я думаю, статистика по ДТП в регионе будет нормальная. Что интернет, это самое школ лучше, ну что барген, аварий, что там барген, я цумбал, Сейчас время карантина, без острой необходимости нельзя выходить, не выезжать, не выходить. Я думаю, что это неправильно, надо бы сидеть по домам. Время тяжелое, действительно. Несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения как основные причины дорожно-транспортного происшествия мелькают в сводках ГИБДД, да и просто новостных пабликах социальных сетей. По словам Зары Ужаховой, положительная динамика в снижении аварийности на дорогах все же отмечается. Пока мы видим, что у нас происходит дорожно-транспортное происшествие, к сожалению, не все население сегодня прислушивается к словам и самоизолируется для того, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Но есть, конечно, немножко, мы видим, что дорожное полотно разгрузилось, не так много транспорта на дорогах. Но, к сожалению, мы, конечно, фиксируем ДТП и, к сожалению, теряем родных и близких. Целый поток автомобилистов на дороге создает впечатление, что карантинные меры не для всех, а правила дорожного движения существуют не для всех водителей. Удивительно, но для того, чтобы исправить ситуацию на дорогах, да и вообще сохранить себе жизнь, нужно просто оставаться дома. Ну а сотрудники госавтоинспекции по-прежнему призывают жителей республики быть бдительными и аккуратными на дорогах. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.